Мои родственники по линии отца. Туыс, бауыр, ағайын, ата, әже, аға, апа, іні, қарындас, сіңлі, немере, жиен, жезде, жеңге, күйеу бала, келін, келін бала, абысын. Единственное число кто? Кім, Что? не, Множественное число кто? кімдер, Что? нелер. Ата, аталар, жеңге, жеңгелер, қыз, қыздар, студент, студенттер, әйел, әйелдер, пингвин, пингвиндер, телефон, телефондар, машина, машиналар. Выбор окончания лар, лер, дар, дер, тар, тер зависит от того, какие буквы стоят перед этими окончаниями. Машина, машиналар, бауыр, бауырлар, сөмке, сөмкелер, күйеу, күйеулер, абысын, абысындар, қыз, қыздар, жиен, жиендер, егіз, егіздер, қарындас, қарындастар, көйлек, көйлектер. Окончание лар, лер, дар, дер, тар, тер у существительного отсутствует только в том случае, если перед этим существительным стоит числительное. Например, Олардың бір ұлы бар. Менің екі немерем бар. в вопросе «менен нище апам бар» в слове «апам» мы не добавляем окончание «ла», потому что перед этим существительным стоит вопрос количественного числительного «нище». В ответе «менен ыш апам бар» в слове «апам» мы также не добавляем окончание «ла», потому что перед существительным стоит количественное числительное «ыш». В ответе «менен апам жок» слово «апам» изначально стоит в единственном числе, а в единственном числе никогда нет окончания «лар, лер, дар, дер, тар, тер». В вопросе «сенен нище машинан бар» к слову «машинам» мы не добавляем окончание «ла», потому что перед словом «машина» стоит вопрос количественного числительного «нище». В ответе «менен еке машинам бар» к слову «машинам» мы не добавляем окончание «ла», потому что перед этим существительным стоит количественное числительное «еке». В ответе «менен машинам жок» мы не добавляем окончание «ла», потому что существительное изначально стоит в единственном числе. В вопросе «онен нище жиене бар» к слову «жиене» мы не добавляем окончание «лер», потому что перед этим существительным «жиене» стоит вопрос количественного числительного «нище». В ответе «онен уналте жиене бар» к слову «жиене» мы не добавляем окончание «лер», потому что перед существительным «жиене» стоит количественное числительное «уналте». В ответе «онен жиендере жок» в слове «жиендере» мы добавляем окончание «дер», потому что слово стоит изначально во множественном числе, у нее нет внуков.
В вопросе «бездумище апамыс бар» в слове апамыс мы не пишем окончание лар, потому что это слово стоит после вопроса количественного числительного нище. В первом ответе «бездым иш апамыс бар» в слове апамыс мы также не пишем окончание лар, потому что это слово стоит после количественного числительного иш. Во втором ответе «бездым апалармыс жог» в слове апалармус мы пишем окончание лар, так как перед этим словом апалармус не стоит никакого числа и тем более не стоит никакого вопроса количественного числительного нище. В вопросе «синдерден нище машинам бар» в слове машинам мы не пишем окончание лар, потому что это слово стоит после вопроса количественного числительного нище. В первом ответе «бездым еке машинамыс бар» мы в слове машинамыс также не пишем окончание лар, потому что это слово стоит после количественного числительного еке. Во втором ответе «бездым машиналарамыс жог» слово машиналарамыс пишется с окончанием лар, потому что перед этим словом мы не видим никакого числа, и тем более мы не видим никакого вопроса количественного числительного нище. В вопросе «олардун нище жиене бар» в слове «жиене» мы не пишем окончание дер, потому что это существительное стоит после вопроса количественного числительного нище. В первом ответе «олардун уналта жиене бар» в слове «жиене» мы также не пишем окончание дер, потому что перед этим существительным стоит количественное числительное уналта. Во втором ответе «олардун жиендере жог» в слове «жиендере» стоит окончание дер. Почему? Потому что перед этим словом мы не видим никакого количественного числительного, и мы не видим никакого вопроса количественного числительного нище. Устно проверь себя. Устно выполните задание 1. Письменно выполните задание 2. Письменно выполните задание 3. Письменно выполните задание 4. Письменно выполните задание 5. Устно выполните задание 6. Устно выполните задание 7. Выполните домашнее задание. Выучите наизусть 29 новых казахских слов и выражений по теме «Родственники по линии отца».